чехолка, отвод воды, так называем сами. Равкат Закиров живет в казанском поселке Вознесение. Рядом с домами протекает река Нукса. Улица попадает в возможную зону затопления. Равкат Закиров заранее принимает меры. Водоотвод тут мы по улице проложили трубу. Трубу и сетки. И собирается, и вода уходит. Али Ага Мамедов живет на соседней улице уже 18 лет. Говорит, спасатели каждый год очищают русло реки. Но дорогу на их улице все равно затапливает. Чтобы вода не пришла в дом, откачивает ее ежедневно. Если не убирать, то весь двор затопит. Поэтому приходится убираться каждый день. С утра до вечера. На сегодня в Казани высота снежного покрова до 1 метра. В начале апреля температура воздуха будет плюсовая, говорят синоптики. При резком потеплении сложная ситуация ожидается в жилых массивах, через которые протекают малые реки. В зону возможного затопления также попадают поселки Оки, Царицыно, Киндыри, Клыки, Самосырово, Константиновка. Таким образом, в зоне риска около 600 дворов, а это больше 1500 человек. Но не всегда возможность затопления зависит от погоды. Проблема вопроса есть о строительном Новосоветского района города Казани. В основном подтопление происходит в связи с нарушением собственники домов правил благоустройства, а также отсыпкой водоотводных канав, проходящих по частной территории. С начала марта спасатели обходят дома. Жителям раздают памятки, как действовать в случае ЧП. Рабочие убирают упавшие деревья, мусор, ремонтируют водоотводные трубы, устанавливают насосы, углубляют дренажные канавы. Непосредственная ответственность в районах за подготовку лежит персонально на главах районных администраций вместе с управлением гражданской защиты. В этом году на этом мероприятии выделены денежные средства, небольшие, по 500 тысяч, но раньше и этих возможностей у бюджета не было. Еще раз, осенью каждый свои критические точки знает. Готовится к приходу большой воды. Такую задачу главам районов на субботнем совещании в Доме правительства поставил Рустам Миниханов. При необходимости организовать места для временного размещения жителей из зон потопления. Принять меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Подготовить для отвода талых вод водопропускные каналы и расчистить их от снега и мусора. Для временного размещения в Казани подготовили 15 пунктов на 2000 человек. Паводок в столице ждут в конце марта. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.